Радыё.фм. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць нас праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Мы ў жывым эфіры, гэта незвычайны эфір, а стартапніца, сумесны праект Еўрарадыё і сайта bel.biz. Рэдактарка bel.biz Юлія Нехая ў нашай студыі. Прывітанне, Юлія. Прывітанне. І наш сённяшні госць Сергей Лепченко, заснавальнік стартапа Giveaway. Прывітанне. Прывітанне. Сергей, а стартап гэта незвычайны. Мне здаецца, што адзін з нешматлікіх прыкладаў, я не ведаю, як у свеце, а ў Беларусі дык дакладна, прыкладаў таго, як бізнес нараджаецца недзе ў сацыяльных сетках, да, і з сацыяльных сетак ужо перарастае ў нейкі самастойны праект. Giveaway прысвечаны таму, каб звязваць тых, у каго ёсць непатрэбная рэч, з тымі, хто гатовы гэтую рэч забраць і даць ёй другое жыццё. Магчыма, мы не звярнулі б на гэты стартап увагі, таму што, калі шчыра, да такіх сервісаў, што, праўда, якія працуюць у сацыяльных сетках, но мы ўжо прызвычаіліся. Да, групы «Аддам дарам», яны з'явіліся некалькі гадоў таму, все імі карысталіся, у каго ёсць што аддаць і каму не шкада аддаць дарам. Да? Вось. Але Giveaway быў адзначаны на канферэнцыі Venture Day Мінск, якая адбылася 11 красавіка. Ён стаў аднім з двух пераможцаў, паколькі мерапрыемства сур'ёзнае, праводзіцца ў стартап-хабе і Магуру пры падтрымцы агенцтва USAID, а там, у прынцыпе, ведаюць, што падтрымліваць. Вось, это значит, што Giveaway не проста так нейкі прахадны праект, а праект сур'ёзны і з нейкай, прынамсі, будучыняй. Сергей, што вы выйгралі на вось Venture Day Мінск? Гэта істотны нейкі будзе ўнёсак у развіццё праекта? Гарантуя вашу будущую? Будущую каждый сам себе гарантирует своей работой. Вот. Я думаю, что самое главное, то, что я выиграл, это возможность встретиться с людьми, которые более серьезно воспринимают мой проект со старта, потому что я могу говорить, что я победитель, соответственно, меня выбрали судьи, в числе которых много инвесторов, которые именно по этим критериям оценивали проекты. Я могу найти учителей, которые мне помогают развивать его гораздо быстрее, людей, которые более опытные в развитии больших проектов. Это очень большой плюс для меня. Ну, а сам приз формально – это поездка в Берлин, где я тоже могу найти интересные связи и знания. А того, это некая стажировка. Стадий-тур назовем мы там. Стадий-тур. Да, в принципе, сам по себе стадий-тур сапраўды будучыню як бы не гарантуе. Вось, калі б гэта быў чэк на 500 000 баксаў, вот тады б я уже подумал, что все, стартап докладно... Хотя бы на 300 000, которые, в общем-то, и ищет Сергей сейчас. 300 000. Это серьезная сумма, я так думаю. Сергей, распорядите, давайте, мы уже вот от заканчэння, да, вот от сённяшняга дня зайшлі на вашу гісторыю, але давайте вы распавядзіце, з чаго яна пачалася, да? Вот што паслужыла штуршком для того, каб стварыць гэтыя групы, напрыклад, да, нейкая конкретная падзея ці перакананне? Впервые, когда я увидел эту идею, это было, наверное, около 10 лет назад. Я был в магазинчик, зашел в Вене, и в этом магазине можно было взять 3 любых вещи бесплатно. И это как-то сломало мой паттерн восприятия, как минчанина. Как такое вообще возможно? Ты приходишь в магазин и берешь любые вещи бесплатно. Я туда зашел с ребятами, и они повесили объявление о том, что они отдают кровать, чтобы ее туда не нести. Соответственно, с того момента я так задумался, что действительно есть много людей, которые не хотят тратить время на продажу многих вещей, потому что это для них нерационально. И для них гораздо проще, если кто-то приедет, их заберет их. В то же время есть много людей, у которых есть время на то, чтобы приехать, и, соответственно, для них это довольно большой такой бонус по жизни, что они могут взять какую-то вещь более рационально и израсходовать свои ресурсы, которые могут быть ограничены в этот момент, например. Совершенно не обязательно. Того, в принципе, вся модель была подгледжана, але ў Беларусі таких сервисов, як мне падаецца, 10 гадоў тому, в принципе, не было. Один из сервисов был в LiveJournal. Это когда LiveJournal еще был на волне, была такая группа. Она, наверное, существует и сейчас, я точно не знаю. Не буду врать, идею я не придумал.
Но в то же время я тот человек, который сделал ее по-настоящему популярной в Беларуси, потому что у нас около 500 тысяч человек прямо сейчас подписано, ну а знает о проекте значительно больше. А што вы предпрыняли, да, каб ісці па шляху папулярызацыі гэтай ідзеі? Былі створаны групы ВКонтакце, в Фейсбуке, я так разумею, і відаць гэта было прыкладна адначасова, а далей? Я помыляюсь уже. Сначала я создал группу ВКонтакте в Минске. Что я начал делать? Я просто начал ее активно развивать. Мне вообще нравится развивать полезные проекты для людей. И я не просто ее создал и оставил на существование, я начал предпринимать некоторые усилия для того, чтобы она сделать быстрый рост. Вот. И, соответственно, потом я начал масштабировать ее по белорусским городам. У нас есть в каждом большом городе Беларуси сообщество Дандаром. То бок пэўнае маштабаванне гэты праект ужо перажыў. Это было маштабаванне ў межах беларускіх гарадоў, да? Ну, сейчас вот вы в Play Market есть, думаю... да, 10 тысяч подписчиков у вас за 1 месяц, между прочим. И вы, получается, работаете только в Беларуси или уже расширили географию? Ну, сейчас у нас уже 18 тысяч. Я сегодня смотрела, было 10 тысяч. Там показывают, что более 10. Растут личбы. Так. Да, проект растет. Давайте расскажу про приложение, может быть, немного, почему вообще мы его... Ну, тут два. Па-першае, прыкладанне, па-беларуску правильно будзе мабільная праграма, але тым не менш. А па-другое, гэта вось уперлись вы ў межы Беларусі, да, і што далей? У прынцыпе, абодва пытанні сур'ёзныя і можно распавесці. Совершенно верно. Поводом создать приложение было, во-первых, то, что мы теперь можем масштабировать по миру, поэтому как бы мы и есть стартап, потому что мы можем показать быстрый рост. А второе, то, что на самом деле, как бы это странно не было, в сообществах отдано 100 тысяч вещей уже, по моим подсчетам, около этой суммы. То есть это могла быть гигантская свалка. На самом деле в сообществах не очень удобно отдавать вещи. Потому что когда ты добавляешь вещь в сообщество, в котором, например, 240 тысяч человек, ты получаешь очень много сообщений и, в общем-то, дискомфорт. Поэтому я придумал систему, как сделать так, чтобы людям было намного удобнее добавлять вещи, во-первых, а во-вторых, чтобы они потом могли брать вещи, соответствующие ценности, которые они отдавали, тоже бесплатно, то есть чтобы они имели приоритет. Грубо говоря, я такую справедливость внес. А в этом и состоит аукционный принцип, да? Да, именно для этого и введен аукционный принцип внутренней системы, чтобы человеку мог написать только один победитель, тот, кто хочет забрать вещь больше всех, и, соответственно, это будет тот, кто больше давал вещей. Я памятаю, што я сутыкнуўся з прыкладна такой праблемай у свой час, калі спрабаваў прадаць, я не памятаю ўжо што, на барахолцы, на онлайнеры. Я паставіў абвестку, і, па-першае, гэта абвестка вельмі хутка знікла ўнізе, да? А па-другое, да, пачалі людзі пісаць, я ўжо не ведаў. Вот я першаму адказаў, як бы, а астатнім, значыць, не трэба адказваць, а першы ўжо не адказвае мне, да? І вось атрымліваецца, што вы знайшлі, як з гэтым бароцца. Сэнс у тым, што толькі пераможца атрымлівае нейкія кантакты, да, і звязваецца з чалавекам. Да, абсолютно точно. У них открывается просто чат, как в социальной сети. Вообще наш проект очень похож на социальную сеть по взаимодействию с ним. Это максимально облегчает человеку, как бы он заходит, ему уже все понятно, в принципе. То бок ничего не сустракая незнаёмага, в принципе, для себя. Да, потому что сейчас очень большое количество информации обрушивается на людей со всех сторон, и, в принципе, люди не горят желанием сильно изучать каждую систему, которая работает по-своему. В то же время хорошие системы пытаются сделать все интуитивно понятным для людей. То есть это нормальный такой ход. Так, а наконт маштабавання за межы Беларусі. Вот тут цікавая ситуация, мне здаецца. Что вы думаете? Собственно говоря, в этом смысл. Мы сделали проект, который обрел популярность в Беларуси, есть востребованность. Я активно его изучаю, интервьюирую людей, так сказать, провожу user research, узнаю, в чем плюсы для них, в чем минусы, как максимально хорошо закрыть их потребность. И когда мы отработаем наш проект настолько хорошо, что он будет легко масштабируем,
у нас будут финансы на это, мы сможем быстро его растить и масштабировать в других странах. На данный момент мы не решили, в каких странах мы это будем делать. Мы проводим сейчас анализ рынка. Рынок на самом деле очень большой, и рынок большой не только там, в Европе и США, там, даже в России, потому что в России, например, только 18% людей вообще пользуются интернет-барахолками. Вось змена назвы, да? У прынцыпе, назва «Аддам дарам», яна такая прывычная нам, і все ўжо да яе прызвычаліся, і адразу ясна, што маецца на ўвазе. Аддам дарам, значыць, я нешта беру і аддаю дарам. Giveaway, мне здаецца, што крыху, ведаеце, giveaway асацыюецца больш з нейкімі пачуццямі, людзьмі, да? То бок пакінь гэта ў мінулым, да? Перайдзі праз гэта. Вось, мае першыя асацыяцыі, да? Ці не лічыце вы, што ўсё ж такі гэта, нейкі крок назад? Такі брендинг. Наоборот, вот вы как раз очень хорошо обозначили это слово, оставить это в прошлом. То есть giveaway я отношу так к слову «отдавай», то есть отдавай, отпускай. И как происходит? Люди вообще со временем потребляют все больше и больше. И люди, у которых есть деньги, они, соответственно, больше работают, у них больше стресса, они больше пытаются его закрыть, еще больше покупают. И у них еще меньше времени избавляться от этих вещей. То есть эта тема, она стала актуальной, в принципе, не так давно, я бы сказал, потому что раньше люди в целом потребляли меньше и рациональней. Соответственно, они сталкиваются с такой проблемой, что вещь, которая приносила им когда-то счастье, она через какое-то время становится обременением, потому что либо им надо нести ее в мусорку, а они не хотят это делать по этическим соображениям, потому что она еще хорошая, но некоторые выкидывают. Кстати, 2 миллиарда тонн в год генерирует человечество. Сметься. Да. Угу. В том числе входят туда и хорошие вещи, которые, попадая на свалку, уже становятся плохими вещами, другие люди их не берут. Угу. И эта вещь, она как бы стоит дома и занимает пространство, у человека нет времени и желания продавать ее на барахолке, потому что это занимает время, это стресс, и это определенный такой даунгрейд для человека. Если он зарабатывает хорошо, и он, условно говоря, у него есть там книга, которую он прочитал за 3 рубля, он просто, у него нет времени и сил заниматься ее продажей. Вот. И мы хотим обеспечить ему, во-первых, чтобы кто-то быстро приехал и забрал эту книгу, и в то же время дать ему очень хорошую эмоцию, потому что наш проект, помимо роли избавления от ненужного, скажем так, людям барахла или там, хороших вещей, которые им не нужны, он несет еще и другие функции. Он, во-первых, связывает людей такой очень волшебной вещью, создает новую нейронную связь, да, то есть человек один другому переносит добро определенное, неожиданное, которое люди в больших городах, они, в принципе, не делают. Если раньше мы там жили общинами или в маленьких каких-то там деревнях все друг друга знали и помогали, то здесь в больших городах обратно есть эффект. И наш проект, он еще позволяет так нейронную связь эту создать и немного пока передать один человек незнакомый, передает тепло другому. То бок это эмоцыйны складнік, про які, в принципе, я таксама сказал, ён ёсць. Да. Абсолютно есть, и более того, для людей, которые иногда им нужна в эту минуту сильная поддержка, и, в принципе, у них изнутри есть впечатление, что от них отвернулся весь мир, допустим, если это мать-одиночка, там 5 детей, не знаю, или что-то такое, для них это очень важная поддержка, потому что для них это выглядит, как будто мир повернулся к ним лицом и принес подарок какой-то. Для них это действительно важно. Сябры, нам час зрабіць невялікую паузу на песню і выпуск навінаў. Праз 4 хвіліны мы вернемся ў студыі Еўрарадыё, дзе у стартапніцы мы абмяркоўваем стартап Giveaway. Сергей Лепченков, стваральнік стартапа ў нашай студыі, рэдактарка Юлія Няхай. Пачуемся праз 4 хвіліны.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. На Астравеччыне, дзе будуецца АЭС, ледзь не згарэла цэлая вёска. Гэта адбылося ўчора вечарам у вёсцы Шатэрнікі гірвяцкага сельсавета. Агонь паспеў знішчыць дом, 4 гаспадарчыя пабудовы і сухую расліннасць на 15 гектарах. Першым ратавальнікаў выклікала жыхарка Літвы, якая наведвала маці. У вёсцы толькі некалькі жыхароў, і змагацца з агнём не было каму. Аднак дапамаглі работнікі лясгасу і прадпрыемства Гірвяты. Міліцыя паведамляе пра новае затрыманне ў Беларусі карупцыянераў. Сярод іх начальнік жыллёва-камунальнага ўпраўлення будаўнічага прадпрыемства «Мапіт», які за 2 гады узяў хабару больш за $20 000. Таксама пры затрыманні хабару узятыя старшыня праўлення Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства і дырэктар гродзенскай філіі «Белка-абстраху». Пра сотні новых справаў у карупцыі заявіў таксама Александр Лукашенко падчас свайго паслання да насельніцтва і палаты прадстаўнікоў. Сёння Александр Лукашенко выступае з гэтым пасланнем, ды выказваецца па шырокім коле актуальных праблемаў. У прыватнасці Александр Лукашенко лічыць, што грамадству не варта абурацца з носам крыжоў у курапатах. Не только плакаться, что где-то кресты снесли. Нет больше у вас проблем. Вы разберитесь, кто эти кресты ставил и кто им разрешал. Ладно, это отдельный разговор. Заявіў Александр Лукашенко. Ён жа таксама выказаўся і наконт беларускай мовы. Яго абурае беларускамоўнае табло, выконвае хуткасны рэжым, бо рускія не зразумеюць. Александр Лукашенко распарадзіўся замяніць гэтыя табло на расейскамоўныя. Больш навінаў аб пасланні на еўрарадыё.фм. Еўрарадыё.фм. Яшчэ раз прывітанне ўсім, хто зараз глядзіць і слухае Еўрарадыё. Гэта стартапніца, сумесны праект нашай станцыі і сайта bel.biz пра дзёрзкіх беларускіх прадпрымальнікаў і смелых інвестараў, якія інвестуюць у іх, вкладаюць у іх свае грошы. Рэдактарка Белбіз Юлія Няхай у студыі. Яшчэ раз прывітанне. Привет. І наш сённяшні госць Сергей Лепченко. Прывітанне, Сергей. Привет. Мы размаўляем пра праект Сергея, які называецца Giveaway. Гэта праект, які звязвае людзей, у якіх ёсць, ну, як гэта сказаць, непатрэбныя, але добрыя рэчы, якія шкада выкінуць, з тымі людзьмі, якія, як высвятляецца, гатовы за гэтымі рэчамі прыехаць і забраць іх. У перапынку мы абмяркоўвалі шмат, я так разумею, тэхнічных такіх пытанняў. Вот у Юліі былі тэхнічныя пытанні. Юлія, табе слова, а то я вечна забиваю эфир и не даю тебе задавать Ну, питания. есть такое немножко. Ну, пробачь. Да, но мне интересно вот было бы все-таки поговорить подробнее по поводу ваших планов по масштабированию. То есть ты сказал, что есть какие-то моменты, которые препятствуют этому, и подробнее о вашей бизнес-модели. То есть вот как выглядит у вас та юнит-экономика, о которой мы только что говорили, привлечение клиента и прочее. Как вы себе это все видите? Про масштабирование. Сложный момент масштабирования заключается в том, что так как проект социальный, для его успешного запуска нужна какая-то критическая масса людей. И критическая масса людей нужна в определенных населенных пунктах. Условно говоря, если мы хотим масштабироваться в России, то нам надо запускать его по всем большим городам. И для этого нам в каждом городе нужно сделать довольно масштабный пиар, чтобы быстро собрать эту критическую массу. Иначе получится, что люди заходят в приложение, не видят там никаких предложений и, соответственно, его удаляют. А чтобы предложения появились, там тоже должны быть люди. Вот такая круговая зависимость. Мы знаем, как это делать. Мы делали это с сообществами, и, соответственно, мы знаем, как это делать с приложением. У нас есть много идей по этому поводу. Но для того, чтобы это делать, нужно определенное количество денег. Поэтому мы ищем инвестора сейчас. Хорошо, бизнес-модель. То бок, на чым такі праект можа зарабляць? Зразумела, што ён добрага робіць людзям з таго і з іншага боку. Адны развітваюцца са сваім мінулым, другія набываюць патрэбную рэч, а вы з чым застаецеся? Первоначальная бизнес-модель в сообществах была и остается продажа рекламных посевов. У меня есть агентство Get Like Buy называется, которое занимается продажей рекламы в социальных сетях. Вот. И это позволяет нам содержать модераторов, редакторов и развивать сообщество, и в том числе их растить, потому что, естественно,
органический рост происходит очень медленно, и приходится вкладывать в это тоже деньги, реинвестировать. Что касается приложения, там мы решили протестировать совершенно иную монетизацию. У меня возникла такая гипотеза, что если людям действительно настолько полезен проект, и они настолько его любят, что было бы интересно, если бы эти люди поучаствовали в его развитии, имели эту возможность скинуться на его развитие. Вот. Это называется краудфандинг. И мы эту модель благополучно строили внутрь проекта. И на данный момент тестируем ее. Как это происходит? Сейчас в приложении человек может взять ровно столько вещей, сколько он отдавал. У нас есть для этого внутренняя валюта, которая называется карма. Довольно символичное название. Вот. Если человек хочет взять больше вещей, он может либо приводить друзей, тем самым участвуя в развитии проекта и получая эту карму, либо он может внести взнос на развитие проекта, и тем самым мы сможем уже привлечь людей и потратить его на разработку. То бок таварам у гэтай мадэлі выступае магчымасць атрымаць рэч бесплатна. Собственно говоря, да. Но концепт немного другой. Ну да, а канцэпт того, што это ўжо нават нейкая гульня, да, то бок ці закінь грошы, ці прывядзі сябры, атрымай кармічныя грашовыя сродкі, да, там, ну не грашовыя, а просто. Вось, і гэта цікава, да, цікава. Я б пагуляў такую гульню. Какой у вас процент вообще людей, которые возвращаются? Вот мы в перерыве приводили, ну, я привела пример вот с розовым медведем, да, то есть я от него избавилась, и больше, собственно, у меня таких Тут потребностей трэба не было. патлумачыць, так не працуе, таму што нас не чулі, ўсё ж такі ў перапынку у Юліі падарылі вялікага медведзя, у палову яе роста, а Юля не маленькая, в прынцыпе. Вось, і ён існаваў, да, у шафе вельмі доўга, і ў выніку трэба было з ім развітацца. І была праблема, да, куды яго Ну да, падзець. была проблема, я благополучно избавилась от него, отдала деткам, вот, и я просто А к могла тому... ў двары спаліць. Вот классно Мне было. не нравилась эта идея, мне нравится все-таки ресайклинг, да. Вот, но я вот избавилась, и больше у меня, в общем-то, и не было потребности от чего-то избавляться. То есть у вас вот вообще как это все работает? У нас есть 3, в принципе, категории пользователей, которые участвуют. Первый — это те люди, которым действительно они просто быстро избавляются от вещей. Для них мы обеспечиваем сервис, именно удобство это сделать. То есть практически ничего не надо заполнять, можно залогиниться через социальную сеть в один клик, в несколько кликов добавить вещь. Те, кто-то напишет, приедет. Есть другие люди, которым нравится и отдавать, и брать, они так рационализируют свои расходы. Ну и есть люди, для которых это возможность действительно как-то, условно говоря, заработать. То есть не потратить меньше, приобрести дешевле, чем на барахолке, или отдать какой-то хлам, а взять какую-то хорошую вещь. Потому что у нас уже иногда даже магазины какие-то свои неликвидные товары добавляют для своей рекламы. Например, эксперимент был с магазином Quicksilver, они добавили новый рюкзак. Для них это был хороший пиар, как участие в нашем проекте. Для кого-то возможность, отдав свой хлам, взять свою новую вещь. Это еще один из моментов монетизации, который мы собираемся реализовать. Вот, довольно интересный. Супрацоўніцтва з брэндамі, Да. якія могуць такім чынам выводзіць, ну, ці часткай стратэгіі па вывадзе прадукцыі на рынок, рабіць вось удзел у супрацоўніцтва з giveaway. Вводить новый продукт или избавляться от неликвида? Не, я так разумею, што ўсё ж такі брэнд зацікаўлены ў тым, каб вывесці новы прадукт. Сергей, как? Для бренда это, так как у меня агентство СММ, я могу рассказать немножко тоже подробнее, что для бренда это может быть как и хороший брендинг, потому что люди, которые там участвуют, у нас же есть такое довольно хорошее отношение людей к проекту, теплое, которое внутри него. Это определенный брендинг, потому что бренд выступает наравне с людьми, как человек, отдавая что-то. Так это может быть избавление от залежавшегося товара, который не нужен, но также и реклама чего-то нового. Вот. А отвечая на ваш вопрос по поводу популярности и того, как возвращаются люди, это еще одна функция, которую выполняет проект, он очень многогранный. Это развлечение людей. Есть довольно большое количество людей, которые заходят туда просто для того, чтобы полистать лот и посмотреть, не выложил ли кто-то туда что-нибудь интересненькое, какой-нибудь там гигантский кактус до потолка или немецкое пианино или что-то такое.
особенные, потому что среди вещей, которые отдают, встречаются как и хорошие, довольно дорогие вещи, так и какие-то очень интересные, можно сказать, раритетные. Для кого-то они имеют определенную ценность. Например, какой-нибудь проигрыватель советский, особенный, Ну, который такие для нишевые кого-то какие-то лежал штуки. как мусор, да, а для другого человека вот он его как раз искал и долго. Соответственно, это выполняет развлекательную функцию, и у нас удержание пользователя — это такая бизнес-величина, довольно хорошая. Мгм. Я демонстрировал инвесторам, и это означает, что продукт востребован и выполняется продукт-маркет фит, это называется, когда и определенный процент пользователей возвращается каждый день, и он такой довольно немаленький у нас. Хорошо, а как вот быть, если, например, какой-нибудь большой маркетплейс, тот же Куфр, они решат вот тоже добавить такую опцию? Я не знаю, есть ли у них бесплатно что-то забрать? То есть у вас появится очень мощный такой конкурент? В общем-то, в любой стране ведь много где есть подобные сервисы. У Куфора есть раздел, как и у многих барахолок, бесплатно вещи отдать, но он никогда не сможет сделать отдачу вещи настолько удобной, потому что мы полностью сконцентрированы на том, чтобы именно эту потребность закрыть, и у нас гораздо больше получается возможностей за счет того, что мы не выполняем других функций продажи вещей. То есть это дает нам возможность это улучшить. Вот. Так как мы проводим опросы юзеров, и я как бы общаюсь с ними лично, у меня есть даже видеоинтервью женщины, которая, у нее несколько статей есть по избавлению от ненужных вещей, и она мне рассказывала, что мы на самом деле для нее лучше Куфр. На этом моменте я достал и записал видео специально. У нее есть большой опыт отдачи через Куфр вещей. Она сказала, что, во-первых, происходит у нас быстрее. Возможно, это частный как бы случай, я не буду утверждать обратного. Но так как у нас люди другие приходят именно для того, чтобы взять вещи и посещают, соответственно, возможно, это происходит поэтому. А во-вторых, это действительно удобнее, то есть никто тебе не пишет, никто тебе не предлагает деньги, не пытается торговаться или что-то. У нас внутренняя система все ранжирует сама, и как бы все происходит автоматически. Понятно. А такой вопрос. Вот я знаю, что вчера ты встречался с инвесторами. А можно узнать, какие они тебе вопросы задавали и прочее? Ну, инвесторам я рассказал цифры. Конечно же, их интересуют больше всего цифры. И самое ценное, что есть для инвесторов у нас, так называемый трекшн, это то, чего я уже добился с командой. Напомню, что у нас более 500 тысяч человек подписано на сообщество. Ну, это там, около 7, наверное, процентов онлайн-аудитории Беларуси. Точно не могу сказать, но это довольно большое количество людей. Для них это подтверждение того, что гипотеза, во-первых, работает моя, а во-вторых, то, что я с командой могу масштабировать, знаю, как это делать, знаю, как управлять и знаю, как это монетизировать, потому что у меня есть агентство, которое, собственно говоря, и позволяет реинвестировать в развитие. Вот. И второй для них плюс то, что я точно так же сумел собрать команду и в сжатые сроки реализовать это в приложении. Мы с ними обсуждали трекшн, то, что произошло, и цифры, которых достигло сейчас приложение, как это может быть масштабироваться, какие цифры я ищу, на что мне нужны они, эти деньги, и что может получиться, условно говоря, через год, чего я хочу с этими цифрами добиться. Ну, 300 тысяч — это большая сумма вообще? На какой период ты ее рассматриваешь? Да, и Данилова, вот наша одна из героинь, она говорила, они привлекли в декабре 500 тысяч, и такая, 500 тысяч, ну это совсем, она сказала, небольшая сумма для стартапа. Паважаю людей, які могут сказать 500 тысяч. Небольшая сумма. Тут надо очень хорошо понимать, что, возможно, для меня, как для человека, 300 тысяч — это не маленькие деньги, да, но, с другой стороны, я же на них не пойду и не куплю себе автомобиль на следующий день, там, да, или еще чего-нибудь поинтересней. А все-таки эти деньги даются на развитие бизнеса, на разработку, которая стоит довольно больших денег, на маркетинг, и мы с этими цифрами хотим достичь 1 миллиона подписчиков, то есть эти цифры еще, 1 миллион установок, эти цифры еще обсуждаются, мы проводим анализ, тем не менее, для того, что мы собираемся сделать, это небольшие деньги, это адекватные деньги, и нам нужно будет найти очень такие специальные эффективные стратегии роста и эффективную монетизацию, чтобы оправдать их.
Мгм. А такой еще вот момент. Ты стал одним из победителей конкурса Venture Day. Паш, ты смотрел выступление питчинг Сергея? Не. Нет. Добро. Ну, точнее, не очень Дрэнно. хорошо, конечно, дрэнно, да. Ну, скажи, пожалуйста, вот как ты готовился к питчингу, да, и как ты думаешь, почему ты стал лучшим? А что было? Было нечто незвычайное? Ці просто была четкая и Ну, емкая было что-то презентация? такое, что Сергей стал одним из лучших. Ладно. Як вы рыхтаваліся, Сергей? Ну, во-первых, это был один из моих первых питчей. В принципе, это был мой первый питч, к которому я готовился. Прошлый был импровизация. Мгм. Вот. Во-вторых, за несколько дней до этого у меня получилось попасть на воркшоп к одному из приезжих бизнес-ангелов, к испанцу. Он себя называет Джезус, Мгм. Иисус. Он дал очень много информации по поводу того, как надо подавать свой проект, что нужно иметь интеллектуальный коннект с аудиторией, какой-то эмоциональный, ментальный, что это очень важно. Объяснил, как это выглядит для инвесторов, объяснил, что не нужно подавать никакой информации, которая непонятна, и в том числе нужно больше говорить о деньгах. И вообще он сказал, что самое простое, если ты скажешь про свой проект, если это, что это eBay с бесплатными вещами и аукционом с внутренней валютой. Для всех будет достаточно объяснения твоего проекта, а дальше можешь говорить про деньги. То бок інвестары, людзі, якія слухаюць піч, яны чакаюць нечага зразумелага, такіх цэтлікаў, ярлыков, да, eBay з бесплатным, с бесплатной продукцией, все, зразумела, да, вот так вот надо их долбить этим зразумелым. Есть всего 3 минуты на питч, на то, чтобы представить свой проект, и за это время нужно объяснить, в принципе, несколько вещей. Во-первых, то, что твой продукт, он востребован. Это важно. То есть твоя гипотеза, она рабочая. И объяснить, почему, какую потребность людей ты закрываешь. То есть какая есть проблема и как ты ее закрываешь, почему ты считаешь, что ты это делаешь лучше других. Второй момент – это объяснить то, что этот проект вообще можно, в принципе, масштабировать, что если они дадут деньги, вложат их, что они смогут их потом каким-то образом приумножить, а это достигается только масштабированием проекта и деланием чего-то действительно глобального. То есть объяснить им, что есть рынок, какой он, какие есть конкуренты, как происходит монетизация действительно, про свою бизнес-модель. Есть довольно много важных вещей, которые им надо узнать, надо рассказать сложные вещи простым языком, но ни в коем случае не наоборот. Сябры, час стартапніцы падышоў да заканчэння. Не ведаю, Юлія, ці задала ты ўсе пытанні, якія збіралася. Я, ў прынцыпе, задаў усе. Адзінае, што я не высветліў, гэта як вы змагаецеся з недобрасумленнымі карыстальнікамі. Напрыклад, нехта выйграе аукцыён, прыязджае, а яму кажуць: слухай, ну давай хоць 5 рублёў там. Ну я не ведаю. Ну вот это ж беларусы, да? Ну карацей, уяўляю я сабе такую сітуацыю. Але я думаю, што мы высветлім гэта па-за эфірам. Ёсць увогуле магчымасці з імі змагацца? Некая штрафная сістэма, там, я не ведаю. Ну, вот. Сейчас есть модератор, который занимается этим, он работает, собственно говоря, на зарплате. Ну, это один из источников. Бок можно поскардзіцца на такие паводзіны, и человек будет там, я не ведаю, отключены от системы. Дальше у человека будет еще рейтинг и возможность оставлять отзывы. Бок есть другий шанец, как бы, да? Ну, да, действительно, мы не можем контролировать полное взаимодействие людей, но на самом деле в большинстве своем, там 99%, наверное, не буду точно называть сумму, все в порядке у людей. Кстати, добавлено более 10 тысяч вещей за это время, что немаловажно. Так, все. Тут треба завершать, потому что, як завжди, наш гук-режисер размахивая руками. У нас на сторонце Еўрарадыё затэганы Сергей Лепченко ў яго Facebook. Калі у вас засталіся пытанні, можна іх задаць. На сайце Еўрарадыё вы знойдзеце наўпрост спасылку на прыкладанне, якое мы толькі што абмяркоўвалі. Нагадаю, гэта giveaway, гэта сродак для таго, каб пазбавіцца, пакінуць у мінулым непатрэбныя рэчы і даць ім другое жыццё у нечых іншых руках. Дякую, Сергей, за то, что погодились прийти до нас. До побачення. Спасибо вам большое. Юлія, таксама развітваемся до наступнай пятніцы, калі ў эфір выйдзе наступная стартапніца. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Павел Свердлов працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.